Давайте я расскажу немного о себе. Очень горжусь и всегда говорю именно в этой связке слов, что я чистокровная татарка. Я родилась в Республике Татарстан, видимо, поэтому не просто так, да, я сейчас выступаю в штабе татар. Родилась я в Республике Татарстан, жила в городе Казани, у меня есть семья, я 15 лет в браке, у меня 2 детей, достаточно взрослых, самодостаточных, для своего возраста успешных. Я 15 лет работаю в продажах, я работала в крупной страховой компании, которая является до сих пор лидером на рынке, и я до сих пор, кстати, там числю, меня не хотят увольняться оттуда. Сегодня на рынке я создала такой продукт и назвала его «Визуальная архитектура продаж через личный бренд». И именно сейчас, занимаясь, да, при этом и семьей, и своими детьми, я успеваю еще и заниматься как раз-таки продажами и помогать личным брендам, экспертам продавать не просто вот офлайн, да, а проявлять себя визуально и онлайн, потому что в новых реалиях это достаточно хороший такой маркетинг-ход для того, чтобы вот показать себя, свой товар или услугу как можно большему количеству людей. И я хочу сказать, наверное, я уверена в этом, что сегодня здесь нас всех объединяет то, что мы с вами строим, и мы создаем и вкладываемся и ресурсами, и, наверное, душой в свои проекты. И я думаю, что каждый из вас хочет, чтобы его проект не просто существовал, да, а он был заметен, и он приносил какую-то пользу большему количеству людей. Вот, поднимите, пожалуйста, руку, кто бы хотел, чтобы без особых усилий ваш личный бренд, ваш продукт, ваш бренд вообще в принципе, в целом, работал на рынке так, что вот вас знали и вас замечали. Вот поднимите руку, кто вот хотел, чтобы вот без особых усилий все знали, что это ваше. И вот как раз-таки сегодня я хочу рассказать об этом. Вы знаете, работая 15 лет в продажах, я прошла все абсолютно, от холодных звонков до первых касаний и до заключения достаточно хороших договоров, да, абсолютно работала с разным контингентом, от физических лиц до очень крупных юридических лиц и крупных предприятий. И знаете, вот этот вот опыт продаж, вот эта школа продаж, она является сейчас моим фундаментом для того, чтобы понять, что визуал сегодня на рынке это один из мощнейших инструментов продаж. Мой опыт в продажах, он начинался не с картинок, да, и не с видео красивых в социальных сетях, а как раз-таки с общения с людьми, контакт с людьми. И сейчас, аккумулируя вот создание красивого визуала и зная психологию продаж, я понимаю, что это прям очень мощный инструмент. И вот мы разговаривали с Юлей, да, познакомились, и я слышала, что она ребятам за столом говорила, что чтобы ваш контент выходил в топ, то 50% минимум, да, как бы вы ни вкладывались в рекламу, в таргет, да, все-таки визуал решает больше половины, да, в этом. Поэтому как раз-таки я и занимаюсь этим, что я предлагаю для экспертов, брендов. Я предлагаю следующее. Я помогаю раскрыть вашу личность через вашу философию, да, я создаю концепцию как раз-таки ваших проектов, ваших продуктов, ваших идей и упаковываю это красиво в визуал. Визуал — это не просто про красивые картинки и видео. Я делаю продающий визуал, то есть мы это все монетизируем потом в продажах. А для чего это нужно?
Да, вы можете сделать, ну вот, например, можно, Айнур, я на твоем примере скажу, Айнур стал заниматься чаем, и он продает чай. И вот Айнур, естественно, понимает, что, выходя там на маркетплейсе, ему нужен контент, правильно? Как человек поймет, что вот, как выглядит этот продукт. И вот он, значит, отдал свой продукт фотографу, который сфотографировал, и вполне возможно добавил где-то ромашку к упаковке, да, там где-то веточку. 5 раз перефоткал. 5 раз перефоткал. Потом позвонила Алине, говорю, что делать. Вот, понимаете, и вот таких предпринимателей, как Айнур, да, с таким же товаром на маркетплейсе, их очень много, очень много. И когда клиент заходит, но клиент же не знает, что вот есть такой парень замечательный, Айнур, что он вот татарин, и он, как истинный татарин, любит пить чай, да, и смаковать этим чаем. И вот почему он стал продавать чай? Я так люблю чай. Вот, ребят, он каждый раз, когда дарит этот чай, все говорит, попробуй, такой вкусный чай, ароматный чай, вот с разными вкусами есть. И понимаете, заходя на маркетплейс, ссылочка, конечно, мы же все должны друг другу помогать, мы же башкиры, татары и вообще, в принципе, да, мы здесь собрались, чтобы друг друга поддержать. И вы знаете, я просто задам вам вопрос, у кого вы купите, у кого будет просто красивая картинка, или все-таки у кого, или все-таки вот нужно клиента зацепить эмоционально. Вот как я вижу его контент. Кстати, это твоя целевая аудитория, чтобы ты понимал, это Абика, Бабай, внуки и их дети, да. И согласитесь, что сейчас на рынке очень много классных экспертов, продуктов, брендов, но все-таки и даже сейчас говорят, что вот искусственный интеллект перебьет всех, да, и вот с рынка уйдут очень многие, скажем так, живые люди назовем. Я до последнего считаю, что людям всегда не хватает тепла, любви, эмоций, и человек всегда покупает у человека. Это вот, говорю, даже мурашки. Это стопроцентный факт, и поэтому я как раз-таки помогаю вот раскрыть то самое ваше душевное, чтобы зацепить ваших клиентов. Если у вас уже есть клиенты, то сделать их постоянными, да. Если мы говорим про холодный трафик, то зацепить, да, вот этих вот холодные лиды, которые проникнутся и захотят у вас купить товар или услугу. И вот в нынешних реалиях я думаю, что это, наверное, в любом случае, мне кажется, во все времена эмоции, душевная теплота, она всегда останется с нами и будет работать, и будет хорошо продавать. Поэтому, если вы продаете, но никак не выделяетесь на рынке, то, пожалуйста, вот есть я, и я могу вам помочь раскрыть вашу непосредственно уникальность, вашу философию и продумать подачу, да, для клиентов, чтобы повысить ваши продажи, потому что все-таки мы все трудимся, как пчелки, для того, чтобы улучшить качество жизни, да, и идем к каким-то своим большим целям, где самый важный инструмент и ресурс — это деньги. Вот, поэтому обращайтесь, если у вас есть вопросы, задавайте, и мы можем индивидуально с кем-то обсудить и поговорить, и обменяться контактами. Я надеюсь, я была сегодня интересной и полезной. Очень. Мне как-то раз повезло пообщаться с Федором Овчинниковым, это основатель Додо Пицца. И вот то, что ты говорил про личный бренд, да, и тоже очень важно, и визуал важно. Но вот сидели я, Федор Овчинников, Данил Цуприк, это по личному бренду, и еще ребят сидели. И вот он такую вещь, как говорили они, с Данилом Цуприком вели. Когда мы оформляем расчетный счет, ну, оформляем или оформляем карту банковскую, какой банк мы сразу упоминаем?
Т-банк. Д-банк, Сбербанк. Ну, дальше. Когда мы чай пакетированный хотим купить, какой чай мы вспоминали? Липтон. Липтон, да. Ассоциация. Да. Ахмат. Ну, Сергей Дашков наш любимый. А когда мы видим 3 полоски на штанах, да? Какой бренд мы Да, сразу а мы вспоминаем? сразу да, вспоминаем. Когда мы хотим купить обувь для бега, какую? Nike. Nike, да. И он мне такие пожелания сказал, ну не только мне, а ребятам. Говорит, я вам желаю того, чтобы когда что-то хотели купить, вспоминали ваш бренд. Я вам желаю, чтобы когда люди хотели воспользоваться какой-то услугой, тут понимаю, разные предприниматели, у каждого разный бизнес, чтобы вспоминали в первую очередь вашу услугу. Здоровья. Да, и здоровья.